Значит так. Во-первых, сначала послушаю звук, как слышно. Если слышно нормально, значит продолжаю. Раз, раз, два, три. Проверка звука. 1, 2, 3. Все отлично. Слышно? Отлично. В общем, у нас по классике подкаст. Подкаст спонтанный. И анонс мы, как всегда, по-моему, будем делать за 5-10 минут до того, как начнется наш эфир. И, в принципе, сегодня... точнее, мы хотели его сделать давно, наверное, где-то дня 2 назад, но сегодня возникла неожиданная мысль, а почему бы не сделать подкаст? На самом деле он не должен был быть сегодня. Потом мы через минуту решили, что он должен быть. И сегодня мы будем проводить подкаст. Сегодня у нас будут, я думаю, довольно интересные темы, интересные гости. По крайней мере, мне с ними интересно, и, надеюсь, будет вам тоже. Сегодня мы будем рассказывать и обсуждать про Java, про опыт работы джавистом. У нас есть опытные программисты, которые смогут поделиться своим опытом, рассказать, что и как устроено. Надеюсь, и про Kotlin, и про прочие вещи, которые я не знаю, просто выучил. И, в общем, как-то так. Так что не обещаю сразу же, что подкаст кому-что может понравиться, но если у кого-то возникнут вопросы, и он захочет их задать нашим гостям, то может их писать в чате, я их постараюсь озвучить или же отобразить на нашем экране, на нашем видео, и потом один из наших гостей, который более опытный и компетентен в этом вопросе, постарается на них ответить. В общем, в принципе, меня хватит, я постепенно подключаю наших гостей. Всех вроде бы подключил, так что, я думаю, каждый себя представит. Единственное, что я скажу, я передаю слово Мухаммаду Богатыреву, и так постепенно перейдем ко всем остальным. Ассаламу алейкум всем. Я думал, сейчас я по старшинству. Диме, думал, передадут. Ну, ты в первый стоишь, если не считать меня. Ну, отлично. Расскажи, как тебя зовут. Я уже сказал, как тебя зовут. Кто такой, а? Да. Ну, хорошо, давай тогда так пойдем. Дальше у нас Ахмед Мислауров. Ассаламу алейкум. Как тебя зовут, Ахмед? Меня зовут Ахмед Мислауров. Ничего себе. Можно просто Ахмед. Хорошо, спасибо. Далее у нас идет, тоже, надеюсь, будут вопросы от Ибрагима. Будет, наверное, как второй ведущий. Ибрагим Аушу. Ассаламу алейкум всем, меня зовут Аушу Ибрагим. Что еще нужно было говорить? Ты фуллстак, бэкэнд или кто ты? Да, я в основном, бэкэнд разработчик. Бэкэнд разработчик. Окей. Хорошо, и Дмитрий Кануников. Ассаламу алейкум варахматуллах. В прошлом Java разработчик многолетний и в последнее время мобильный разработчик. Профессионально Android разработчик, для себя еще и iOS разработчик. Прикольно. Я, наверное, забыл представить Богатырева Мухаммада и Ахмеда, сказать, что они тоже джависты. Типа. Но, надеюсь, джависты. Хорошо. Да. Тогда что, ребята, о чем мы будем говорить? Подкаст у нас спонтанный, и что-то мы должны обсуждать. С какой темы можем начать, в принципе? Есть ли у вас какие-то идеи? У меня есть уже подготовленные темы, но если у вас есть какие-то интересные, которые вы хотите сейчас озвучить, мы можем сначала обсудить их. Но у меня есть идея послушать твою идею. Ага, хорошо. Моя первая идея – это послушать идею Аушева Ибрагима, который что-то хотел сказать. Да, может, они просто сначала расскажут про свой опыт на Java, как пришли, с чем столкнулись, какие сложности. Да, отлично. Просто миллион раз лучше идея, чем моя. Давайте так, у меня вот список вопросов есть, я, наверное, поочередно пройдусь по каждому. И давайте что мы сделаем? Начнем мы, наверное, с первого вопроса. Расскажите, пожалуйста, именно о вашем опыте работы. То есть чем вы занимаетесь, чем вы занимались, где вы работаете, на чем программируете и так далее. Начнем, наверное, по очереди и по списку с Мухаммада Богатырева.
между окнами скачу. Значит, опыт, в принципе, программирования или чисто Java? Давай Java, программирование. Давай лучше Java, а потом программирование. Ну, в принципе, 1С я не мог назвать, да, программирование. Ага. Я стажусь этого времени. Так что будем говорить про Java. Это не обижайтесь на меня, 1С. Давайте поаплодируем ему. Ну, первое место, куда пришел работать, ну, это после ухода с 1С, я, наверное, потратил где-то месяцев 8, наверное. Только бился головой об стену. Не в прямом смысле, конечно. Практично. Хотя кто знает, да. Да, там, честно, пришел, наше агентство сервиса называется, компания. И когда я туда пришел, и когда, до этого я проводил много собеседований, и когда мне сказали, типа, все окей, я там на много вопросов пришлось ответить. Там они прогнали по всем темам. И когда туда они сказали, что, мол, типа, прошел, когда, типа, выходить будешь, я так на них смотрю, значит, так с этими ребятами точно что-то не так. Черт побери, это подозрительное место, я сюда не хочу. А потом, ладно, попробую. Ну, первое место, там, соответственно, я просто с Core Java, базовую Java, вот с ним работал, то есть какие-то вещи на нем делал. А когда туда пришел, уже enterprise разработка, там Java EE 6 вроде использовался. Ну и, соответственно, уже пришел, и там немножко много терминов, много таких вещей, которые автоматизированы, которые вроде бы ты руками делал, а тут это все в готовом виде, то есть тебе надо знать, конечно, как это все работает. И у меня там небольшой когнитивный диссонанс. Пытался врубиться, что как, думал, что самый тупой. Ну, оказалось, что я не самый, тупой, но один из самых тупых, да. Короче, выяснилось, что есть ребята, которые намного меньше меня знают. И вот оттуда вот насколько сильно ты обрадовался этому факту? Тому, что я не самый тупой? Да. Ну, на самом деле... мне в какой-то момент плевать на это было. Сначала у меня просто все внимание ушло на то, чтобы меня не выкинули. То есть у меня первое время, все время я думал о том, что меня могут оттуда выкинуть, потому что я там не тяну, я не знаю. Вот как раз-таки в первый день еще, когда пришел, я вроде как джавист. И самая первая задача, которую мне дали, то есть в первый же день я думал, там какой-то вводный курс будет, там, типа ты морально, там, умственно должен подготовиться, там, тебя там по голове погладят, типа все будет хорошо, да, там, Майкл. Короче, и мне надо было сделать баннер на сайт, то есть они переезжали с одного сайта на другой, и на новом сайте им нужно было сделать баннер, и там немножко JS-кода, то есть сверстать страницу, все это закинуть туда. То есть я пришел, думаю, что? Как я это вообще должен делать? И то есть я там первый... Ага. То есть, типа, когда тебя только взяли в компанию, тебе сказали, у тебя будет Java, но сначала ты сделаешь на скрипте что-то. Мне не говорили, что сначала, не сначала. Оказывается, я там фуллстеком был. Все вопросы были по Java. Ага, вот как. По JS я бум-бум. То есть я там как-то синтаксис смотрел, когда я пытался хоть что-то выучить, я туда-сюда скакал. То есть я и HTML, CSS, там 1С, чем я только не занимался. Но в итоге получилось то, что сделать баннер, говорят. То есть там, какой-то local storage использовать. Пришлось, я про него вообще без понятия был, что это, как. Сверстал баннер, потом этот баннер всплывает там поверх, поверх всего, что на странице есть. Кажется, до сих пор я, когда на эту страницу захожу, и такой, это единственная часть в этом приложении, которая видна, да, юзерам, то есть клиентам. Как-то, не знаю, самое прикольное то, что когда тебя так запрягает, ты такой, думаешь, что буду делать? А на Java что ты делал? Да так, читал, да. Не, почему? Это тоже опыт. Да, ты сейчас...
Не, закончи. Не, там я оказалось, что это full stack разраб, Ага. то есть мне там пришлось первую, то есть на Java я там, там с бэком на Java EE6 там всякие задачки были, ну и попутно мне приходилось все, что нужно на фронте самому отрисовывать. То есть не было у нас такого, что есть фронтенд разработчики, есть бэкенд разработчики. Единственное, там девчонка одна была, которая больше фронт уклон у нее был. Она там всякие эти делала, там красивые вещи, типа, ну, как они любят, одним словом. Ну, как эти фронтендеры любят обычно, да. 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 А вот я вопрос. как с топором, как будто дровосек вышел, там, Смотри, что ты выделывал? такой вопрос. Меня вот больше что интересует. Получается, если у тебя был опыт работы в этой компании, сейчас же ты не там работаешь, получается? Ты же сейчас где работаешь? Я сейчас работаю в компании, ну, проект Visualex, Visualex.com, а сама компания там Blackbird Ventures, там, Incorporated и так далее. То есть это один из Корпорация проектов. зла. Да, один из проектов. Ну, в основном, типа, это автоматизация процесса получения визы, да. Ну, то есть все больше, что ты сам бы делал, допустим, в посольстве подаешь документы, да, а дальше там заполнил все формы, которые тебе дают, все эти ответы, потом проконсультировался с кем-то, ты отправляешь, они тебе проверяют обратно, там, и весь этот процесс вынесен в приложение. То есть, чтобы с дома не выходишь, там, все это с дома делаешь. Ну и, соответственно, там отправка документов, проверка с той стороны, с этой стороны, клиентская сторона, сторона сотрудников, ну и там дальше подписи, там, интеграция всяких сервисов и прочие. То есть ты тут, такие. получается, тоже full-stack разработчик в этой компании? Да, я был в течение года full-stack разработчиком. Мне там на Angular 6 вроде, на нем что-то я там, пока другие разработчики не потянулись, там мне приходилось там фронт пилить. А можно вопрос? Да. Вы бэк пишете на Java? Ага, на Spring Boot. Spring это что Java, такое? да. Ну, это фреймворк, где там сборная солянка и всего, все, что там О чем это обосновано? Ну, например, есть же много там Node.js фреймворков или там PHP. Почему именно типа Spring? Потому что мы джависты, да. Не, я не знаю, из-за чего там, да, изначально они намеревались именно Java. А можно задавать какие-то сложные вопросы, Халаш? Погоди, не спешим. Да, Мы если что, я выйду из чата, если я не смогу ответить. Мы еще не Я имею в виду сложные типа для чата, там, типа, что такое там? Я думаю, знаешь, как мы можем поступить? Мы сейчас сначала попробуем задать более-менее средненькие вопросы, где, чтобы люди вообще поняли, о чем речь, а потом уже более-менее такие технические вопросы. Нам бы еще сначала представить бы остальных гостей, потому что... Понятно, послушаем. Это Заговорился. Это был монолог этого, сольный концерт Богатырева Мухаммада. Смотри, Мухаммад, кстати, такой вопрос. Ты, получается, сколько лет, кстати, я реально не знаю, сколько лет ты уже занимаешься вот этим всем? Именно вот, не считая 1С. 1С это топчик, но не считая 1С. Ну, получается, где-то 4,5 года, наверное, если суммарно взять. Ты сейчас как сеньор, мидл, типа кто? Ну, я себя мидлом считаю, честно говоря. Почему? Кто это смеется? Что ты себе позволяешь, да? Вот извините, Мухаммад Богатырев. Сейчас мы перейдем к Ахмеду Мислаурову. Лучше не стоит. Расскажите, пожалуйста, уважаемый Ахмед Мислауров, чем вы занимаетесь, какой у вас опыт работы? И чем вообще вы Java занимаетесь или чем? Мага, самое время включать звук сверчков. Расскажите, Нет, пожалуйста. я не работаю программистом. Я работаю педагогом. Java я просто так изучаю давно. Вот, Дмитрий не даст соврать, когда я еще начал интересоваться Java. Интересоваться я начал давно, но, как сказать, более-менее нормально заниматься относительно недавно. Это уже подтвердит Мухаммад.
А ну-ка расскажи подробнее, вот тут мне интересно. Ну, так, как бы с Магой мы так занимаемся периодически, созваниваемся. Вот он пытается как-то меня вытянуть в этом направлении. Да. Так что видел, у него левый глаз дергается. Это неспроста. То есть, а ты, Не, на самом получается, нет, как, ты да. ты учишь типа как? То есть он И, тебе дает задачи, и ты их делаешь? ну, да, можно и так сказать. То есть Ага. иногда мы так-то разбираем вместе и, соответственно, тоже как типа домашнее задание. Мгм. Вот Ну и так. как успехи? Так, Мага, повторно звук слышал. Ну, не знаю, это уже должен будет оценивать Мухаммад. То Я есть он думаю, тебя учит? дальнейшем еще рано, да. Ну вот, так что это вопрос скорее к нему, чем ко мне. Ну, так, тишина, Мгм. слышишь тишину? Да вот тебе и ответ. Что ты спрашиваешь? Я Он говорю, спрашивает, как мои успехи по да. обучению. Я ему сказал, что как бы вместе с тобой там еще занимаемся. Вот, я... Сейчас. Было бы забавно. Сейчас я ему немножко подлянку сделал, потому что я немножко подход поменял. То Мгм. есть у нас каждую среду, вторник, четверг созвон. Да. А потом я сказал, вот тебе задание, пока их не сделаешь, Ничего созвона себе, не будет. Не ничего звони тебе мне. повезло, Ахмед, я тебе скажу. Это редко когда так везет. Ну, в итоге после этого созвона не было, да. После этого, да, он нашел способ от меня избавиться. То есть, получается, ты как бы на этапе именно изучения Java и уже постепенно будешь вливаться в эту тусовку. Java и вот Kotlin я тоже начал А Kotlin? параллельно. Ага. Да, Вот да, до да. этого вопроса мы скоро доберемся. Интересно Да, будет. да. Но у меня, почему я начал вот параллельно Kotlin изучать, у меня все-таки изначально такой больше акцент идет, чтобы потом перейти на мобильную разработку, Мгм. на Android. Вот. И если изначально, ну, и до того, как Kotlin он как был таким актуальным и официально его ввели как основной язык для Android-разработки, как бы там Java был. Мгм. Вот я на нем, да, я начал на Java, и, если честно, и как-то не хочется оттуда слезать, пока не дойду до определенного уровня. Ну и Kotlin, то есть он как бы актуальный, и вот по совету Дмитрия тоже как бы начал им заниматься. Вот. А так, если брать опыт работы, в программировании его нет, а в других сферах я во много местах поработал, если честно, То есть ты много мест хочешь как поменял. бы уйти, то есть ты, получается, где-то работаешь вообще не в программировании, хочешь перейти именно в программирование? Я работаю, да, не в программировании, я хочу перейти в программирование, естественно, но Мгм. и вот ту сферу, в которой я работаю, в которой работаю, оставлять ее тоже как-то не хочется, потому что направление, имеется в виду сама она сфера хорошая, полезная, не только для меня, но и... Это Ну, что я за как бы сфера? педагогом, я преподаю. Это где Да, ты преподаешь? да, так, ну, у меня два направления. Я в лицее Магасском я Мгм. бываю, ну, и в Назране, в гимназии тоже. То есть Мгм. столярка и 3D-моделирование. Вот эти два Прикольно, направления. прикольно. Да, там для Человек как будто восьмиклассников. не знаю. Ну Прикольно. да, да. Мы, да, и вообще как будто мы не знакомые. Да-да, кто ты такой, Ахмед? Да. Ага, то есть получается, ты как и, во-первых, ты, получается, обучаешь то есть на самом деле это довольно хороший опыт. Мы скоро до этой темы дойдем. Мне вот интересно обсудить вопрос, связанный именно с обучением других людей, насколько полезен опыт преподавания, не только обучения самого себя, но и преподавания, насколько он полезен для того, чтобы изучить что-то новое самому Ну, себе. кстати, очень, очень полезно. Это ускоряет твое обучение, потому что, допустим, ты должен быть даже хотя бы на шаг впереди тех людей, кого ты обучаешь, и, соответственно, ты готовишься к этому уроку. Но я думаю, ты сам как бы этим занимался, и ты будешь это знать. То есть ты активно готовишься, подтягиваешь свои знания, Мгм. чтобы потом смог доходчиво и четко это все разъяснить. Ну, если в моем случае это детям, и о других кому как.
Ну, на самом деле, сложнее всего, мне кажется, это детям объяснить. Взрослые хотя бы что-то понимают, а дети... Да, еще зависит от возраста детей. Вот мне попалась такая группа, у меня восьмиклассники, это, можно сказать, сложная группа, потому что это такой возраст, когда гормоны, взросление, то есть они как бы им мало дела до учебы, они не мотивированы. Очень мало, если честно, детей, которые готовы уделять время этим направлениям, кому это действительно интересно. У них пока так, их заинтересовать нужно, чтобы они как бы хотели этим заниматься. Ингушетия. Да, да, так скажу, как бы, между прочим, еще, если честно, большая вина родителей в том плане, что даже возьмем 3D-моделирование, некоторые люди платят немалые деньги, чтобы обучиться этому, тут их детям там стоят, сейчас завезли новые компьютеры, мощные компьютеры хорошие стоят у них, мониторы хорошие, то есть условия им создали, 3D-принтеры стоят новые, то есть условия у них хорошие, чтобы они занимались, но вот такого волшебного пенделя им не хватает от их родителей, которые будут понимать, что их детям это пригодится. И раз уже начал, скажу просто из моего опыта просто. Когда я поступил в университет, я вообще не знал, что такое компьютеры. Ну, я знал, что такое компьютер, как работать с ними. Я просто так получилось, что попал на факультет информационных технологий. И когда преподавательница по информатике, она меня спросила, у тебя как бы стоит дома на компьютере Microsoft Office? Я вообще не знал, что это такое. Понимаешь, то есть она меня посмотрела как на полного такого дауна, дебила. Жалостливый взгляд у нее был, я до сих пор помню. То есть, в общем, то есть я к чему? Если дети как бы при поступлении не хотят чувствовать себя ущербными, тупыми, то как бы это очень хорошее подспорье для них развиваться в этом направлении. Ну, смотри, я думаю, эту тему можно будет обсудить уже отдельно, но тут стоит отметить, что в Ингушетии, если вообще завершать эту тему, в Ингушетии на самом деле, к сожалению, пока не очень развито IT, хотя уже постепенно мы как бы начинаем какие-то довольно-таки активные шаги делать и довольно длинные, большие, так что дал Эндер, я надеюсь, что уже со временем ингуши, вообще взрослые ингуши, молодые ингуши поймут, что IT — это не просто тыкать на клавиатуру и смотреть в экран, а это еще то, что позволяет тебе тыкать на экран, так сказать, тыкать на клавиатуру и смотреть в экран, и при этом зарабатывать на этом деньги. То есть, я думаю, как-то нужно будет нам сделать так, чтобы мы смогли донести это до людей. Хорошо, я тебя понял. Тогда давай послушаем Дмитрия. Дмитрий, теперь время дошло до тебя. Расскажи, пожалуйста, чем занимаешься, где работаешь и вообще про свой опыт. Так, ну, начну, наверное, все-таки сначала, издалека. Опыт у меня начинается где-то с 2006 года. Тогда, будучи студентом 4-го курса, я задумался о том, что пора бы все-таки уже начать зарабатывать деньги, а не брать какие-то копеечки там, с родителей. Вот. Я обратился к своим знакомым по университету, они уже работали, и они помогли мне устроиться на мою первую работу. Собственно, это было связано уже с Java. До этого у нас в университете пытались преподавать Java, но это был не сам Microsystems, да, продукт, а от Microsoft, то есть J-Sharp. Сама преподаватель Java не очень хорошо знала, поэтому, собственно, этот курс довольно быстро свернули и сфокусировали больше на C++. Ну и на других языках, там типа Pascal, да, стандартного. Значит, первая работа была связана с Java. Там приходилось поначалу иметь дело с программированием под десктоп, то есть на Swing, да, Swing — это определенный набор компонентов для построения пользовательского интерфейса. Писали мы разные приложения для университета дистанционного обучения. По большей части это было, собственно, составление разного рода тестов, приложения для составления тестов и приложения, которые прогоняют эти тесты и позволяют выявить знания там, или незнания студента. Также были отдельно. Это что?
Это какой год был? Это Именно был когда... 2006 год. Ох, Да, это нормально. был 2006 год, довольно-таки давно. Вот. Также были и другие там моменты приложения. Ну, в общем, потом стали больше фокусироваться на разработке веб-приложений. То есть я, получается, тоже выступал в роли некого full-stack разработчика, потому что писал с нуля и серверную часть взаимодействия там, с базой, и построение, собственно, веб-части. Всякие JSP и так далее. То, что было модно в те вещи. Struts первой версии. Hibernate и Spring как раз-таки тоже тогда стал уже заявлять о себе как модное направление. Ну, собственно, здесь я проработал, получается, 2 года. После этого у меня был перерыв моего взаимодействия с Java. Я ушел на военный авиационный завод, там я работал программистом на C. То есть даже не C++, а классический C без объектно-ориентированного подхода. Довольно все строго. Научили дисциплине, не опаздывать на работу, потому что если опаздываешь даже на секунду, то компьютер блокирует проходную, и можешь гулять до обеда. Потом придешь, еще объяснительную напишешь. Серьезно? Почему ты опоздал, да? Было все-таки довольно-таки серьезно. Вот, и на заводе, получается... Вопрос. Да, конечно. Я отключу. Вот в ранних годах какие зарплаты были у программистов? Там в 2006, там, 2007, 2008 Ну, годах? Там тут, же, конечно, если я не ошибаюсь, в 2006. В ранних годах. да. На заре динозавров. В общем, тут, конечно, многое зависит и от города, потому что я начинал свою карьеру в городе Курске, собственно, откуда я родом. Вот, и там у нас зарплаты были где-то, ну, поначалу у меня была зарплата 12 тысяч рублей. И, собственно, примерно в этих пределах она и была, то есть Java именно разработчик. На заводе она уже там достигла 15 тысяч рублей. Это уже считалось тоже хорошо, потому что по меркам Курска многие вообще получали зарплату в 6 тысяч рублей. Я зарабатываю как программист. 2006 года. 2006 года, да. Вот, есть к чему стремиться тогда. Да. А сейчас, Дмитрий, ты где работаешь? Сейчас я работаю в Москве в компании «Спортмастер». С 2019 года я устроился. Собственно, в Москву я уехал в 2011 году в поисках лучшей жизни, как и многие другие жители, скажем так, нашей необъятной родины. Вот. И пришлось позаниматься тоже в разных проектах, в разных компаниях поработать. И где-то в 2017 году я решил переквалифицироваться уже на мобильного разработчика. Опыт мобильной разработки был у меня где-то с 2011 года. Там я уже писал приложения для себя, пытался там что-то публиковать в Play Store, зарабатывать первые деньги. А потом, опять же, это было оттеснено за счет того, что приходилось на работе уделять все время Java разработке, бэкэнд именно разработки здесь уже был больше. Вот. И, значит, 2019 года это Спортмастер, Android разработка. По большей части были приложения для внутреннего потребления. Сейчас перевели на проект Austin, то есть мобильное приложение под Android Austin. Я участвую в его разработке. А секрет, это не секрет, какие технологии используете? Нет, конечно, не секрет. Если говорить именно о мобильном приложении Austin, то используется, во-первых, как язык программирования, это Kotlin. Для построения архитектуры используется MVI, конкретно библиотека MVI Core от Badu. Для всякого взаимодействия, там, сетевых запросов это RxJava. Room в качестве ORM для взаимодействия с базой данных. Для сетевых запросов Retrofit. В общем, такой классический стек для современных приложений. Хотя немножечко такой нестандартный, я бы сказал. Потому что на других проектах у нас больше использовался такой строгий уклон, во-первых, в архитектуру чистую, да, чистую архитектуру, такой новомодный термин, который сейчас везде звучит. Именно тот, который пропагандируется Google разработчиками, то есть MVVM архитектура. Model, View, Model и View. Вот, кстати, недавно, сегодня сидел, я сейчас Flutter изучаю, и вот именно
сегодня я встретился с вот этим вот термином, типа MVVM. Мне на самом деле было бы интересно узнать, и я обязательно постараюсь этот вопрос задать сегодня на подкасте, потому что тут есть темы касательные Flutter, так как мы не просто Java будем обсуждать и мобильную разработку, но и в принципе, хотелось бы узнать ваше мнение чисто со стороны, как нативных разработчиков, касательно именно Flutter. Ага, Хорошо. Тем более, понятно. что у меня есть небольшой опыт разработки на Flutter. О, вот это еще лучше. На самом деле, стоит отметить такой момент. Хорошо, что ты нам напомнил о своих приложениях. Тут какая история. Я в одном из своих подкастов, ну, не в своих, а в тех подкастах, где участвовал, с нами был Берт Азиев, и я рассказывал душераздирающую историю о том, как я был мотивирован тем, чтобы увлечься именно программированием. То есть я и так был мотивирован вообще, в принципе, как бы мне было интересно узнать, как сайты создавать, как вот эту вот всю информацию распространять, но таким, скажем, движком, скажем, в плане именно ингушского сообщества или вообще примеров из ингушей, для меня на самом деле было два человека. Это был Берт Азиев и Дмитрий Кануников. Почему я объясню? Очень приятно. Благодарю. Я не помню, точнее, не помню, я не знаю, помнишь ты или нет, но я тебе задавал вопросы. Наверное, тебе все, кто тут сидят, задавали когда-то вопросы. Когда я только изучал программирование, это, по-моему, было именно когда я где-то в 2009, по-моему, или 2010, по-моему, в тот период, если я не ошибаюсь, ты опубликовал, по-моему, YouTube Downloader приложение. Это Да, было. было. Потом ты опубликовал словарь, если я не ошибаюсь, ингушский. Тоже было. И было еще какое-то приложение, я, к сожалению, не вспомню. Я помню, что у тебя было их несколько, у тебя был еще свой личный сайт на Юкозе, и у тебя были эти несколько приложений. Я думал, блин, ну, чтобы стать таким программистом, это просто что-то невероятное я должен сделать, и я никогда в жизни своей вообще не смогу хотя бы более опытным программистом стать или хотя бы примерно на таком же уровне, хотя я сомневаюсь, что я даже сейчас стал. И на самом деле я помню, я задавал тебе вопрос, типа, что мне нужно учить, как мне нужно учить, по какому пути идти. Не помню, какие ты мне советы дал, но помню, что мне было приятно, в принципе, что мне ответил именно человек, который опытнее меня. То есть я на самом деле особо не знал программирования, и мне ответил очень опытный человек. И это меня очень мотивировало, в принципе. И потом постепенно уже начал увлекаться. Я хотел увлечься Java, понял, что Java вообще не мое, Java — это просто страшное слово. Потом я прибавил к нему скрипт и подвигал. И стало полегче. Дело пошло, да. Да. Стало чуть легче. Как-то так. Так что вот такая вот история. Вторая, можно сказать, душераздирающая. Вот примерно... Вот это. Ля-ля-ля. Так что... Я Хаваш очень рад. написал такой. Хаваш написал и такой: Дима, ты кто такой? Я тебя не звал, да? Давайте тогда пойдем дальше. Если, в принципе, ни у кого нет вопросов, у нас хотя бы какие-то уже вопросы есть подготовленные. Пойдем дальше, посмотрим, что у нас тут есть. У меня есть следующий вопрос. Вы, как опытные программисты, ну, скажем так, люди, которые уже шарят и побывали в ситуациях, где нужно попотеть на собеседованиях и устраиваться на работу, вы знаете, что такое собеседование по Java. И так как у нас есть начинающие программисты по Java, тут у нас есть, я заметил, что опрос, довольно немало людей прошли, и там были чуваки, которые по Java интересовались. И возникает следующий вопрос. Можете ли вы рассказать про ваш опыт прохождения собеседований? Я понимаю, что вам, наверное, будет сложно там сравнить с какими-то другими языками, но вообще в целом, по вашим ощущениям, насколько сложно вообще проходить собеседование по Java? Самые плотные собеседования, которые вообще проходили? Есть ли у вас какой-то подобный опыт? Кто может... Наверное, зависит от... Как же я хотел сказать? Так, у меня был опыт прохождения собеседования. Да.
Не, я хотел сказать, наверное, зависит от позиции, на которую ты собеседуешься, насчет Давай на плотности, насчет сложности. Я ходил на джуниора, да, когда был в Москве, Мгм. вот, и не раз, и не два, то есть ходил несколько раз, может, раз 5, если не больше. В общем, в принципе, было не так уж и сложно, но имеется в виду из того, что я знал. Сейчас я тебе не смогу на вопросы ответить, но были пара вопросов, на которых ты, как правило, прогорал, и после этого тебе говорили, что тебе перезвонят. Ну, это классика. Да-да-да, по классике. Вот, и, ну, по крайней мере, на джуниора ничего такого сверхсложного на тот момент не было. То есть, по крайней мере, из 10 вопросов на 7 вопросов я мог бы ответить, а вот 3 вопроса, которые попадались такие. Как? Именно сейчас. Не, на тот момент я отвечал на эти вопросы, я имею в виду. Ладно. Просто сейчас, да. Уже будучи дома, я как-то прошел уже по телефону на одно собеседование, но по какой-то причине я не уехал. То есть, чтобы пройти дальше уже, как бы, чтобы устроиться на работу, мне нужно было возвращаться туда, в Мгм. Москву. На тот момент у меня уже кое-какие планы были здесь, и поэтому пришлось забить. Ну вот, так Мгм. что тогда, я думаю, у Магомеда, у Дмитрия будет побогаче история насчет собеседований. Но это такой мой опыт. Мгм. Интересно. Книга Интересно. закрывается, да. Что может рассказать Магомед или Дмитрий про вот именно... Знаете, что было бы интересно узнать? Я могу даже уточнить. Помните ли вы какие-то такие сложные вопросы, которые могут задавать на собеседованиях, или, не знаю, ваш последний опыт прохождения собеседований? Что важнее всего знать именно Java-разработчику для того, чтобы быть готовым к тому, чтобы пройти собеседование? Вопрос с подвохом. Я- Никто не собирается отвечать. Мухаммад, ты, наверное, ответишь или... Без разницы. Айпурум, да, Тебе побольше Могу опыта уступить тебе. прохождения. У кого? У тебя, У да, я тебя думаю. побольше, мне кажется, опыта именно собеседования. Ну, блин. Да, честно говоря, собеседование. Не знаю, я сколько... Блин, я дофига, честно говоря, их проходил. Мгм. Ну-ка, давай То есть рассказывай. нельзя сказать технически, что проходил их, но не дошел до конца на многих из них. Ну, если так брать, если по Core Java, единственное, где там проблемы какие-то мы могли бы, в принципе, доставить, это по многопоточности. То есть Мгм. опыта многопоточности у меня как такого нет, ну, там по мелочам, то, что сам что-то делал. Ну, и там по работе, там были пару моментов, когда приходилось. А так, чтобы если углубляться, то такого опыта нет. Да и, честно говоря, в большинстве ситуаций, когда ты на собеседование приходишь, там про многопоточки сам интервьюер не знает. Ну, то А есть, вот может, и знает, но особо не рискует спрашивать. Потому смотрите, что, а вдруг... ты имеешь в виду многопоточность треды или... Да, multi-threading. Мгм. Да, То типа есть, такого. типа, прям у вас надо знать именно треды, типа, как с ними работать, и прям... Объясни поподробнее. То есть в Java, получается, важно использовать многопоточность, или это просто, знаешь, как у нас в JavaScript, ты должен знать, что такое замыкание, но никогда толком ты его применять не будешь. Типа, ну, просто будешь, но, типа, не настолько важно. Ну, то есть это зависит от проекта. То есть в небольшом количестве, наверное, ты в обычных проектах будешь его использовать. Просто я вот насколько много я собеседовался, может, где-то штук 40, наверное, может, 50 было собеседований, я не знаю. Я не считал уже. И там я могу прям по пальцам сосчитать вот эти проекты, на которых они вот решили спрашивать, то есть они могут там две галочки написать, да, там многопоточность и так далее, но по факту вопросов как таковых они не задавали. Мгм. Так что с этим как-то так. Ну, то есть, Понял. да, там ты, скорее всего, если тебе будут задавать вопросы, там, какие-то простые, что такое thread, там, как его создавать, да, там, что-то, какие-то простые ситуации как-то могут тебя спросить.
Ну, а в некоторых местах, конечно, спрашивают уже там, уже в Java есть некоторые пакеты, которые работают, там, которые с этой многопоточностью работают, там более удобный подход там, для работы с этим. Это более низкого уровня, когда ты напрямую thread используешь, а так что-то повыше. И в этих тоже они спрашивают, но, честно говоря, у меня там в этом плане опыта немного. А тогда такой момент. Наверное, я попробую задать Дмитрию. Знаешь ли ты, Дмитрий, или какие-нибудь источники, я не знаю, или какой-нибудь способ, чтобы вот именно начинающим, наверное, это больше совет, как и откуда черпать информацию по Java? Вот какой-нибудь ресурс, я не знаю, или вот откуда ты брал, например? Так, на самом деле, за те годы, что я не занимаюсь Java, возможно, что-то уже изменилось, и появились более какие-то авторитетные и весомые источники. Но обычно, когда заходит разговор о том, с чего начинать, я всегда рекомендовал в плане синтаксиса и в плане понимания того, что такое Java, как это работает, почитать официальный туториал на английском языке, если нет проблем с этим. А также книгу Брюса Эккеля «Философия Java». Я думаю, ее все рекомендуют, потому что она не просто позволяет обучить синтаксису, но она позволяет научиться мыслить в объектно-ориентированных терминах. То есть там на пальцах просто рассказывается, что вот есть, допустим, человек, у него там есть рука, нога, то есть у него есть определенные характеристики, там рост и так далее. Цвет глаз, это можно как бы сопоставить как определенное свойство объекта. У него есть способность, он может ходить, говорить, это уже как определенные методы, то есть выполнение действий. И ты, сопоставляя, скажем так, мир объектно-ориентированного программирования с реальной жизнью, более легко погружаешься в этот мир, более легко усваиваешь его, потому что он для тебя не выглядит чем-то фантастическим, а воспринимается более естественным. Вот, поэтому книга Брюса Эккеля. Кроме этого, при этом, рекомендуя книгу Брюса Эккеля, я бы не сказал, что ее нужно читать от корки до корки. Вообще любую книгу я бы не рекомендовал читать от корки до корки, потому что, во-первых, это утомительно, во-вторых, это дает избыточные знания, которые ты не будешь применять прямо сейчас, а может быть, какие-то знания вообще никогда не будешь применять в своей трудовой деятельности. Поэтому впустую потратишь время и просто, ну, скажем так, потеряешь запал. В Золотые итоге все слова. это забросишь, и так это все закончится. Вот, поэтому, начав изучение с философии Java Брюса Эккеля, немножко научившись воспринимать, значит, мыслить в терминах объектно-ориентированного программирования, почитал туториал о синтаксисе языка, я бы рекомендовал именно заниматься больше практическими задачками, то есть просто экспериментировать, выполнять какие-то простейшие действия, ну и почитывать какие-то статьи в интернете. Вот сейчас, допустим, популярный ресурс Medium. На нем постоянно публикуются какие-то интересные статейки, подходы к решению тех или иных задач. Этого, на мой взгляд, вполне достаточно для развития в том или ином направлении, которое человек для себя выбирает. На другое я бы не рекомендовал там тратить время. Хотя Мухаммад, наверное, со мной не согласится, потому что он в свое время проходил, насколько я знаю, еще курсы, да, определенные, обучение Java на сайте Java Rush. Не, Нет? я его ненавижу. Это я был. Вот, так что, наверное, можно рассмотреть и такой вариант, то есть кому что подходит. Я, допустим, предпочитаю, получив определенную базу, дальше заниматься самообразованием, да, тут уже как бы не продолжу. Вот, а кому-то нужно наоборот, чтобы ему рассказали, разжевали, и так ему будет легче усваивать. Поэтому здесь, я думаю, стоит уже рассматривать, кому что ближе. Понял. Да. А вот Нет какого-то конкретного подхода. есть что добавить, Магомед? Ну, в принципе, Дмитрий все правильно сказал. То есть кому что подходит, кому-то как... Блин, тебе какой ресурс подвернется? Просто я все комбинировал, то есть у меня что-то не получалось, то не получалось. Я как То есть бился всё как подряд головой об стену. не нашел вот то самое, да? Ну да, то есть самое, то, что у меня более-менее как-то пошло, это я Head First Java книгу взял, то есть у меня до этого я как-то через пытался какие-то поверхностные эти, есть там платформы всякие, типа Код Академии, там, ну, такого рода.
тут информацию черпаешь, потом там какие-то Java видеоролики там. То есть все, ну, вот как-то не шло у меня. Head First книгу я взял по Java, но она, блин, такая огромная, я с собой в рюкзаке таскал. То есть у меня тогда и денег не было особо, я его где-то БУ взял с вырезанной страницей и ее с собой таскал. На меня там, друзья на больного смотрели. И я тоже на них смотрел, как на больных. Ну, мы на то и друзья, да? Ну да. Да, и вот с этой книгой так, старт какой-то был, а дальше уже опять-таки там по Java еще какую-то я книгу прочитал дополнительную. Вот по каким-то конкретным темам я, допустим, видео мог поставить или какие-то статьи находить. То есть постоянно какую-то информацию искал там, что подходило, как будто там ключ подбирал. Ну вот как-то там это хаос был. А, У Дмитрия более структурировано было. это вот я слышу Java часто. Rush мне не Java очень, честно говоря, понравился. Я проходил, да, до 18 уровня я доходил, но тоже как бы не особо меня впечатлил. И меня убил этот дракончик, да, босс. Да, финальный босс меня все-таки, да, размазал, хоть я не был на 40 уровне. Насчет Java Rush, там как бы такое раздвоенное мнение, то есть вот у многих, кто уже работает разработчиком, даже когда в Москве как тоже на собеседовании, когда был, спрашивал насчет этого ресурса, и в основном его хаяли, то есть говорили, ну, как бы ерунда, но чисто так задачки порешать можно, полазить там для практики. Некоторым нормально заходит, то есть тут тоже как бы нет такого однозначного мнения. Но мне, если честно, он как бы не очень зашел. То есть не очень мне понравился. Вот книга, которую Мага сейчас говорил, Head First Java, которую я у него брал, я тоже ее прошел, и тоже, кстати, она интересная, доходчиво там объясняется. Можете еще раз повторить, чтобы другие знали? Head First Java. Head First. Java, да. Там чувак такой в очках стоит на обложке, такая здоровенная книга. Типичный программист. Да, Ну, честно, да, Мага. по обложке выглядит, как будто она для аутистов, но не суть. Мне она подошла. Главное, что внутри. Да. Да, кстати, вот там нормально разжевывается, и, кстати, не так монотонно, а так с шутками, там разбавлена, разметка там своя нестандартная, имеется в виду, не как в таких серьезных учебниках, да, где 1000 страниц просто слова и все, предложения, а здесь еще рисунки разные, то есть как-то интересно все. Ну, на картинке можно посмотреть, да? Можно картинки смотреть, Ну, да. как букварь, короче. Закраски, к сожалению. Закраски. Тогда такой вопрос, тут что-то Дмитрий вышел. Вот Ибрагим, может, хотел задать вопрос какой-то. Что-то я сомневаюсь, он там как чувак, который в комнате сидит в темном углу и наблюдает за людьми, больше на него положено. Как в фильме «Омерзительная восьмерка», да. Омерзительная восьмерка. Ибрагим, ты хотел задать вопрос? Может быть, какой-то технический у тебя вроде бы были? Так, как дела? Довольно технический вопрос. Ой, слишком технический. Да, я не знаю, нам надо звать еще какого верховного программиста. Брюс Эккели сюда, в студии. Философа, да? Философа Java. Вы пока нормально идете без технических вопросов, ребят. Если вы не против, Уже можно переходить, да, к техническим. я бы хотел дополнить ответ Мухаммада насчет собеседований. Было бы Просто хорошо. мне кажется, что слушателям, ребятам, которые задумываются о том, чтобы научиться программировать, им будет это полезно. Потому что на собеседовании Java, например, помимо того, что нужно знать многопоточность, то есть как это устроено, как это работает, что это вообще такое, какие используются в Java, собственно, библиотеки из пакета concurrency, какие существуют экзекьюторы. Помимо этого, нужно еще знать разные структуры данных. Частенько спрашивают о том, что такое хэшмэп, как устроен хэшмэп, как сделать там, разные переопределения методов equals, хэш-код. То есть на такие вещи тоже нужно будет обращать внимание. В свое время собеседовался в Яндекс, и там как раз-таки большое внимание уделялось структурам данных.
что такое списки, двусвязные списки, каким образом можно вставить какой-то элемент там в середину списка. Причем это все делать нужно на листочке бумаги. Для меня Java — это вот язык для прям очень умных людей, которые шарят и в математике, и в алгоритмах, потому что нам в основном на Java давали вот эти математические задачи. У меня вот такая ассоциация осталась с ним. А вот надо ли, вот, кстати, вот Ибрагим сказал про алгоритмы, то есть надо ли знать алгоритмы, если ты, например, на джависта идешь? Ну, не знаю, например, я хочу быть мобильным разработчиком, мне обязательно знать какие-то там, неважно, любые алгоритмы, именно быть знакомым с... То есть часто ли приходится с алгоритмами работать в Java и вообще мобильной разработке? Учи сортировку пузырьком. Угу. Горе не будешь знать. Да? Ну, честно говоря, просто, наверное, знание каких-то этих алгоритмов в какой-то момент может и потребуется. То есть ты что-то делаешь, и, допустим, если нет реализации... Хотя в основном, честно говоря, реализации часто бывает, каких-то сортировок, об этом практически не думаешь, но какие-то отдельные, может, я не знаю, вставки в твоем коде будут, где эти алгоритмы все-таки тебе могут потребоваться. Тебе их нужно самому писать, или как бы ты уже просто используешь то, что есть? Потому что мы во фронтенде как бы вообще не используем, может сказать. То есть вероятность того, что алгоритмы использовать, это там 1% из 100. Ну, в основном ты их не используешь, но просто могут быть моменты, когда может это попасться. То есть, ну, это даже больше, не знаю, какие-то тебе, смотря какая задачка попадется, и если... Блин, я думаю, в принципе, неплохо будет, если у тебя багаж знаний в виде хотя алгоритмов, там, как реализация, там, как по этому же делу там проходить, что там, эти различные операции. Ну, блин, я думаю, лучше было бы неплохо знать. У меня вот такой вопрос. Я со стороны, как фронтенд-разработчик, знаю, что у вас относительно недавно появился Kotlin, по-моему, года 3, наверное, 4 назад. Опять же, не бросайте камнями, я не шарю в вашем Java и так далее. Почему все переходят на Kotlin? Почему, типа, не остаются на Java, и почему все на Kotlin переходят? Чем он лучше Java? Дмитрий, я думаю, тут уже без всяких этих можно к нему обратиться. Ага. Ну, начну с того, что Kotlin на самом деле начал свой жизненный путь, наверное, где-то года с 2010 или 2011. Он так развивался, у него было определенное сообщество любителей, энтузиастов. И с 2018 года компания Google объявила его официальным языком для Android-разработки. При этом Java-разработка тоже продолжается, она является тоже вроде как официальной, поддерживаемой в долгосрочной перспективе. Но тем не менее акцент, в том числе и со стороны компании Google, делается именно на Kotlin. Kotlin также базируется, как и Java, на виртуальной машине Java. Соответственно, он получает все прелести Java, является совместимой с Java. Код, написанный на Java, можно полностью переиспользовать в Kotlin. Соответственно, множество библиотек, которые за все это время были разработаны под Java, они без проблем подтягиваются и на сторону Kotlin. При этом Kotlin обладает определенным рядом преимуществ по сравнению с Java. Преимуществ какого плана? В первую очередь это удобство восприятия кода. То есть недаром говорят, что Kotlin представляет собой определенный синтаксический сахар. Если на Java при определении какого-то класса и описании его свойств, полей, мы должны определять разного рода геттеры-сеттеры, то есть методы для получения значения этого свойства, приватного имеется в виду, и для установки, то Kotlin все это делает за нас автоматически. Плюс ко всему он позволяет автоматически генерировать разного рода методы toString, там hashcode, equals и copy. Вот такой вопрос, Дмитрий, у меня сейчас возникает. Kotlin, он компилируемый, то есть получается, то есть он через интерпретатор работает, или то есть он сразу же компилируется, то есть когда ты на Kotlin пишешь, у тебя сразу же бинарник уже получается, или как? Или он является... Это у нас вот, например, во фронтенде, ну, есть там, например, ES6, там TypeScript, ну, например, возьмем ES6,
И нам приходится, не приходится использовать, но используется интерпретатор. То есть мы берем наш код, который на ES6, синтаксический сахар, и его интерпретатор переводит в нативный код, который поддерживает браузер ES5, или там ES7, ES8, ES9 и так далее. Он переводит его в нативный, который понятен браузеру. При этом браузер пока еще неплохо поддерживает там фишки из ES6, ES7, как у вас в Kotlin. То есть в вашем случае Kotlin интерпретируется в нативный язык, или же он сразу же компилируется в уже полноценное приложение, в бинарник? Ну, поскольку Kotlin является своего рода надстройкой, можно сказать, над Java, то есть базируется так же, как и Java на виртуальной машине Java, а в основе виртуальной машины Java и лежит интерпретация байт-кода, то, по сути, наверное, можно сказать, что, во-первых, то, что Kotlin не компилирует сразу машинный код в бинарник, он генерирует байт-код. Затем этот байт-код виртуальной машины Java интерпретируется, но при этом во время интерпретации происходит и компиляция в машинный код на лету. Для этого используется так называемый JIT-компилятор. Какая-то у вас... Не знаю, насколько точно я ответил на вопрос. Ну, я, в принципе, понял. Может быть, Хотя не понимаю, что не все понял, но суть как бы понятна. Интересно. Я просто думал, что... Просто вот какой прикол. Swift тоже относительно как бы появился недавно, Swift UI появился. И у них, как я знаю, примерно такая же история, как у вас с Kotlin. То есть все переходят на Swift, все на Swift UI переходят, и сейчас намного удобнее писать какие-то приложения под iOS с помощью вот Swift UI. И мне вот интересно узнать, именно если мы уже пошли в эту часть. Вот есть недавно вот это вот появилась, скажем так, гибридная разработка, фреймворк появился такой, который называется Flutter. Как вы думаете, если, например, я как человек, который только начал изучать мобильную разработку, насколько сильным является конкурентом, по вашему мнению, Flutter относительно там Kotlin, Java? То есть есть ли шанс того, что Kotlin, Java может быть в тени Flutter? Ну, если вы не против, я начну, а ребята тогда продолжат. Да, и продолжать я не Никто не смогу, против? потому что у меня нет этого опыта. Значит, что бы я сказал по этой теме? Во-первых, я считаю, что да, Flutter является достаточно перспективной разработкой, тем более, что он продвигается Гуглом, несмотря на то, что Google частенько хоронит свои проекты. Flutter уже собрал достаточно большую аудиторию, достаточно хорошо разрекламировался и содержит много разных возможностей библиотек. В отличие от нативных средств разработки, он позволяет писать сразу под множество платформ, причем не только мобильные, но и десктоп, и веб. Поэтому, на мой взгляд, да, перспективы у него огромные. Насколько он удобен по сравнению с нативной разработкой, это еще стоит выяснить. Но, на мой взгляд, есть определенные плюсы и минусы. Что касается, затенит ли он однажды Kotlin, на мой взгляд, нет. Потому что, во-первых, это немножко разные вещи, потому что Kotlin позиционируется именно для нативной разработки. И, во-вторых, Kotlin также претендует на определенную мультиплатформенность, которая пытается покрыть бизнес-логику при разработке под iOS-приложение, под десктоп-приложение. То есть, наверное, да, в какой-то степени они будут конкурировать, но, тем не менее, это несколько разные вещи. И каждый будет жить своей жизнью. Я, кстати, да, Хважа. Да-да-да. Дмитрий, я думаю, уже как-то работал с Unity. Вот разница между Flutter и Unity. То есть как бы и здесь можно разрабатывать под мобильные, то есть iOS и десктопные. То есть разница большая между ними. Так, что касается разработки на Unity. В основе разработки на Unity лежит язык C#. То есть те, кто знаком с платформой .NET, им будет, конечно же, проще заниматься именно этим направлением. Unity, оно больше заточено под разработку игр.
То есть, соответственно, мы получаем один какой-то экран нашего приложения, и на нем там все это дело рисуется, всякие графические объекты. Flutter, он все-таки более широкой области применения, то есть не только какие-то графические вещи, игрушки там и так далее, да, которые на Flutter тоже вроде как демонстрировались. Он больше для, в общем, широкого спектра приложений. При этом, да, Unity также позволяет написать один и тот же код и переиспользовать его на разных платформах. Собрать нашу игру и под мобильное устройство, и под десктопные платформы. Я боюсь, вот, я боюсь, что на Flutter делать 3D-игры будет не самое приятное удовольствие. Да, пожалуй, это не задача Flutter заниматься такими вещами. Плюс ко всему, Flutter, он ведь не использует нативные компоненты операционной системы. Flutter предоставляет свои компоненты, которые очень похожи на нативные, но тем не менее это не настоящие компоненты. Skia движок у него используется, который на C++ написан. Вот. Угу. В любом случае, он же производителен, Flutter. Разве не имеет смысла взять Flutter, чем Kotlin, потом Swift? Но если там речь идет о какой-то программе, о приложении, точнее, допустим, такой, как Instagram. Instagram вообще на React вроде написан. Android-версия вроде бы точно. На мой взгляд, Flutter не совсем удобно использовать для достаточно сложных приложений. Во-первых, для Flutter еще нет множества библиотек удобных. Ну да. И когда приходится взаимодействовать с тем или иным оборудованием, то есть какую-то нативщину подтягивать, то приходится либо использовать библиотеку, причем зачастую какой-то сторонней разработки, какого-то индивидуального разработчика, значит, нет гарантии, что он будет ее всегда поддерживать. Это раз. Второй момент – это то, что если такой библиотеки нет, то нужно самому написать так называемый мост между твоим Flutter-приложением и нативным приложением. Плюс ко всему, Flutter он не настолько производительный, как нативное приложение. То есть, да, достаточно производительный, но не настолько. Все равно есть определенный проигрыш. И Ну разве момент... вот этого не хватает? Типа, куда еще-то? Если это простое приложение, допустим, там, не знаю, тот же Instagram, мне кажется, если его React Native тащит, то Flutter его точно тащит, даже производительнее, чем он. Но они, кстати, его переписали на Java. Поэтому, а то я хотел уже сказать, почему он тупит. Значит, не тупит. Не, это JavaScript, что ты хочешь? Извините нас, пожалуйста. Я бы добавил третий определенный минус. Хотя Kotlin же он только на Android, если не ошибаюсь. Если там под iOS идет разработка, то это либо что-то там Object-C вроде и Swift, да? Я сейчас добавлю. Значит, во-первых, Flutter, вернее, не во-первых, а в-третьих, Flutter почему не совсем подходит для разработки серьезных приложений? Потому что Flutter добавляет определенный лишний вес к весу приложения, то есть к размеру приложения. Та же самая АПК-шка, которая собирается под Android, она будет, в общем, крупнее, чем если написать приложение нативно. Вот. Теперь, что касается разработки под iOS с использованием таких языковых подходов. Kotlin также может использоваться для программирования под iOS, но сейчас он позиционируется именно как определенное средство написания бизнес-логики для и iOS-приложения, и Android-приложения. И в итоге потом это все дело можно переиспользовать в нативных iOS и Android-приложениях. То есть, по сути, готовится библиотека, которая подключается и туда, и сюда. Вот, и это одна кодовая база. Так что Kotlin не только под Android. При этом сейчас позиционируется Kotlin еще и для десктопной разработки. Так называемый проект Desktop Compose. Compose – это определенная альтернатива Swift UI, разрабатывается Гуглом. Вот, так что и на десктоп тоже они замахиваются. Kotlin сейчас пытается брать широкие горизонты. Я думаю, начинающим, кто следит, было бы интересно, с чего им начать. То есть, либо начать изучать Java, либо сразу начать изучать Kotlin, либо Java, либо Kotlin. JS не рассматриваем, Халаш, извини. Я прощаю. Да, кстати, Kotlin и для разработки бэкэнд сейчас тоже активно пропагандируется. Вот мне еще кажется, вопрос. бэкэнд.
Если есть и так, веб-ориентированные языки, там тот же Node.js, там здесь же Go, если мы берем какие-то производительные PHP, который уже типа 8-я версия вышла. Ну, на этот вопрос мог бы Магомед ответить, потому что, я насколько знаю, ты со Спрингом работаешь, да? Еще раз? Со Спрингом? Ты со Спрингом работаешь, да? Ну, да, я думаю, это в большинстве случаев то, что вакансии сейчас, они... А вот видишь, он говорит, Spring Ибрагим, Developer. типа, чем лучше Spring, вот, например, того же там PHP, типа, почему именно Spring? Вот. Почему? То есть есть ли какое-то такое прям крутое преимущество у Java для того, чтобы использовать его на бэкэнде? Ну, Spring Boot, по крайней мере, очень прост, допустим, сразу же бэк развернуть. Ты там задаешь какие-то стартовые зависимости, которые тебе нужны, отметил их, и все, у тебя там буквально за минут 5 ты можешь себе развернуть все, что нужно для, во-первых, как веб-сервер, потом для работы с базой данных, там, веб-слой, все это включается. Так, теперь Node.js то же самое же можно. Там даже за меньше минут. Я не замеряю. Ну, то есть это, я думаю, как Флэш, удали его. Да, выкиньте его из чата. Охрана, да? Ты вообще должен за PHP топить. Александр Макаров, который типа является этим чуваком, которым присоединился к E2, потом он начал сейчас делать E3, он как раз говорил, что он вначале кодил на Java, то есть он писал бэк на Java, если не ошибаюсь. Из-за того, что там так сложно, он типа перешел на PHP, присоединился к тому челику, который делал этот яичный фреймворк, и дальше с ним типа продолжал, потому что на Java было сложно как раз-таки разверстывать все дела. Слабохарактерный Александр. Он засланный казачок, не верьте. Не, ну по факту, я не знаю, но то есть это, наверное, каждый сам выбирает, да, когда проект разворачивает, что ему больше подходит. Нашел себе JS-разработчиков, ну давай там на ноде, да, разворачивайся бэк. Нашел PHP-шников на PHP. На самом деле ты прав, именно так это и есть. Вот, например, если бы мне сказали, сделай, например, если бы мне сказали интернет-магазин там, за месяц, за 2 недели, я бы... Все знают, что я занимаюсь JavaScript, но я бы с полной уверенностью выбрал бы PHP. И выбрал бы, например, там фреймворк Laravel для того, чтобы взять, быстро запилить то, что нужно. Или бы взял бы какой-то готовый движок, там, не знаю, на PHP, обязательно на PHP, и его бы допилил. Почему? Потому что, вот как сказал Мухаммад, все сходится к тому, что как решит изначально тот, кто начал делать этот проект. Там, типа, наверное... Я сомневаюсь, что чувак этот сидел, который первый начал этот сервак делать на Java, что, типа, он прямо бенчмарки делал, там, производительность сначала измерил с нодой, с PHP, там, с Java, со всеми такой, вот. Именно Java я выбрал для того, чтобы сделать вот этот вот интернет-магазин. Ну, неважно что. Enterprise... ну, очень часто, по крайней мере, именно Java встречаю. А что значит Enterprise? Ну, имеется в виду среди корпоративного сегмента. Зачастую именно выбор падает на Java. По крайней мере, очень много вакансий вижу, и проектов можете... Вот я Spring Boot вижу, что прям часто топят за него. Он типа настолько крут получается, да, что на нем комфортно делать какие-то... Дмитрий хочет рассказать. А у вас там есть какая-то ORM-ка, какая-то крутая? Hibernate. Hibernate в основном. Ну, часто. Eclipse бывает. Но я только Hibernate работал. Это ты про ID-шку? Нет, ты говоришь про GPA, да? То есть ORM-система, которая юзается. Да, ну Для... Hibernate. Да, для работы с базой данных, по крайней мере, зачастую Hibernate использовал. Там есть также Eclipse, там, я не знаю, на мобилке какие эти используются. Это Дмитрий больше скажет. А так, если ложка я встречал, это Hibernate. Дмитрий, есть добавить что? Я хотел сказать, что, возможно, выбор в пользу Java на разного рода серьезных корпоративных приложениях, проектах обусловлен всего того, что, во-первых, очень много уже существует разных решений для тех же самых Big Data, Hadoop там и прочее, Kafka. То есть удобство, да, то есть ты быстро можешь развернуть довольно-таки сложную систему со множеством разных узлов, распределенную, которая будет выполнять сложные вычисления,
оперировать разного рода большими данными, big data. Вот. И для этого тебе не нужно прилагать больших усилий, потому что все уже по сути готово. Плюс ко всему Java, она является строго типизированным языком. Все есть объект. Наверное, тоже это чем-то обусловлено. То есть достаточно безопасный язык, и он предоставляет определенную среду выполнения для этого приложения в рамках виртуальной машины. Соответственно, ты можешь себя обезопасить от разного рода уязвимостей. Мгм. То есть, получается, наверное, опять же, я могу сейчас фигню сказать какую-нибудь, но у меня есть такое чувство, что, например, на high-load какой-нибудь проект, вероятнее всего, выберут Java или какой-нибудь, я не знаю, там, Go или какой-нибудь другой язык. По моим предположениям, почему Java и Spring, может возникнуть такая ситуация, что если проект high-load и там какие-то, не знаю, большие вычисления или там какие-то сложные алгоритмы нужно выполнять там для чего, ну, неважно для чего, или там искусственный интеллект, вероятнее всего тут Java тебе намного лучше поможет, чем тот же Node.js, я не знаю, там или какой-нибудь PHP, тем, что у тебя уже есть охренительная штука под названием потоки, многопоточность, которая тебе позволит решить вот такие вот сложные вещи. И, например, если на Node.js сделать какой-нибудь такой сложный проект, где прям нужно искусственный интеллект использовать прямо, чтобы на твоей виртуальной машине работал, там какие-то сложные вычисления делал, то боюсь, что Node.js тут вряд ли выдержит Но такую тут вот дело мощь. не осведомленности, потому что вот если бы люди, ну вот если, например, сейчас многих PHP-разработчиков спросить, какие они фреймворки знают, они в основном назовут там E2, Symfony, Laravel, вот эти. А есть еще, ну, например, есть фреймворк Спираль, если я не ошибаюсь, от компании, опять же, Спираль, и он, его особенность заключается в том, что он работает типа в паре с Go. То есть он работает в бесконечных циклах. То есть в основном как сейчас, если ты обращаешься к какому-то PHP фреймворку, например, Laravel, ты к нему делаешь запрос, он загружается в память, немного там существует и типа удаляется. Из-за этого приходится каждый раз снова типа загружаться, а он, так как он работает с Go, работает в бесконечном цикле, и он один раз загружается в память, и типа дальше вот так он и работает. И это это дает, во-первых, огромную производительность, а во-вторых, там также можно использовать все фишки Go, которые там есть. То есть ты можешь из гошного реквеста прокинуть свой PHP-шный фреймворк, тоже какие-то контексты. И плюс вот эти же чуваки, Спираль, эта компания, они написали, во-первых, свою ORM-ку, которая должна быть круче там этого доктрины, которая, ну, если вы знаете PHP. И они же сейчас занимаются такой штукой, как Temporal. Насколько я понял, это типа достижение какой-то асинхронности в PHP. Просто многие разработчики про эти штуки не знают, потому что они привыкли, типа, они что-то изучили одно, и они просто на нем дальше и делают. Вот если бы знали бы, то, мне кажется, сейчас, ну, просто не было бы такого. Ну, Короче. опять же, типа, видишь, это, наверное, с опытом приходит, я думаю, типа, вряд ли сейчас новичку будет интересно вот изучать такие сложные вещи. Но, опять же, наверное, Java тут... сложнее. А? Java сложнее. в Ну, любом очевидно, случае. конечно. А у меня вот такой вот вопрос, наверное, постепенно будем подходить к концу, и вот у меня есть списки вопросов, такой момент. У меня есть друг, очень хороший друг, чеченец, его зовут Мансур, и он все время, ну не то, что все время, иногда часто я от него слышу два слова. Первое – это RX Java и карутины. Что это такое? Объясните мне, пожалуйста. Кто сможет сказать, нужно ли это знать вообще джависту, насколько сильно это нужно знать? Дмитрий, Просим. Стрелки на меня, да? да, ну, я Так. без понятия, я с ним не работал. Ну, смотрите, ребят, с React Java я столкнулся как раз-таки впервые в Спортмастере. Ранее до этого я с ней не соприкасался. Что я могу сказать? На мой взгляд, это очень классная штука. Это фреймворк, который позволяет выполнять разного рода параллельные вычисления, причем делать это в очень удобном стиле, в виде определенной цепочки действий. Причем достаточно задать просто поток, на котором ты выполняешь определенные действия, и поток, на котором ты обрабатываешь результат. Ну, очевидно, сфера применения – это сетевые запросы. Также взаимодействие с базой данных, ну и прочие другие вещи, которые нужно делать параллельно.
Я бы То есть это рекомендовал больше, использовать. то есть это больше для асинхронных операций. Да, по сути, так и есть. Карутины Ага. та же самая штука для синхронных операций, но со своими, скажем так, преимуществами, плюсами и минусами. Какие основные плюсы карутин? Карутины, они легковесные, они используют тоже под капотом потоки Java, но тем не менее, ну, делают это более грамотно, скажем так. Переиспользуют потоки и не плодят их слишком много. Соответственно, выполнение тех или иных задач с помощью карутин занимает меньше ресурсов и времени, потому что не происходит частое переключение контекста с одного потока на другой. Мгм. Карутины продвигаются Гуглом. RxJava не продвигается Гуглом. Поэтому я думаю, все-таки определенное будущее будет за карутинами, хотя RxJava, несомненно, сохранит свою нишу и будет развиваться тоже. Мгм. Ну, я просто слышу часто вот прям у нас на фронтенде есть RxJS, у вас, ну, Java и так далее, у вас RxJava. Я прям замечал, что прям думал, это какая-то такая фишка трушная, которую типа все джависты применяют для каких-то там решений задач. Понял. Понятно. Тогда, думаю, такой вопрос у меня есть касательно именно вот Java. Хотелось бы понять такой вопрос. Именно, Мохмад, ты, получается, больше Java используешь для чего конкретно? То есть ты не применяешь на мобильную разработку, то есть больше на там серваки и так далее, да? Да, я больше северная часть. Ну, Ага. я, по большому счету, я начинал Java для того, чтобы мобильным разработчиком стать. Ну, как Ага. видите, А что так? Повезло, не фартануло. да, то есть я где-то на Пацан к успеху шел. середине пути споткнулся. Ага. А почему? То Но, есть с чего ты так не решил перейти? да, честно говоря, просто больше всего внимания в итоге переключилось на Java, и как-то, блин, мне еще кучу всего надо доучивать, то есть мне кучу книг надо прочитать. Я там, и самый, конечно, наверное, момент такой, то, что когда ты с того, что ты знаешь относительно, что-то знаешь по какой-то теме, допустим, я Java знаю, да, Мгм. и у меня там есть опыт. А в этой мобильной разработке у меня опыт разве что какие-то приложения для себя какие-то там мелкие делал, и тут у меня упиралось все в то, что я, допустим, откликаюсь на вакансии и говорил, что, ну, я, по крайней мере, в Йоту, да, там пытался Мгм. Да. по урокам того же Дмитрия, я, кстати, одну там тестовую задачу решил, там у него По одно видео урокам? было. Ну, этот Дмитрий укладывал В себе видосы некоторые. Ютубе. О, Да-да-да. ничего себе, прикольно. Я там посмотрел и, ну, какую-то одну задачу я решил, отправил. Ну, в итоге все упирается в то, что мне надо, допустим, сделать такой небольшой шаг назад, чтобы, ну, и там по ЗП я, получается, сильно приходится, так сказать, ну, вилку снижать. А на данный Мгм. момент я себе это немножко не могу позволить по причине того, что, ну, мне намного проще было бы, если я для начала долги выплатил, Мгм. а потом уже можно было бы Мгм. со спокойной душой, да, там, на какую угодно зарплату сидеть. Мгм. Ну, вот как-то Кстати, все в это упирается. То есть, хотя, в принципе, да что я тут выпендриваюсь, на самом деле, м, все упирается в желание. Ну да, да. На Да, я самом деле думаю, есть такое. по часу в день, там, если ты уделишь, там, ну, даже 2 часа в день можно уделить этому спокойно. Просто тебе надо грамотно свое время распределять. Так Я что тебе, знаешь, как просто, скажу, пацаны, главное не выпендриваться и уделять время этому. наверное, тебе Леня, просто пока это не было нужно. Я вот считаю, что тебе пока это вот, ну, не нужно. Зачем ты такой сидишь, думаешь, зачем мне это пока нужно? Пока вот у меня есть вот это, и, в принципе, я эту часть попытаюсь как можно лучше обучить, точнее, изучить, а потом уже постепенно подтяну, там, не знаю, мобильную разработку или что-то еще. Вот у меня то же самое сейчас с бэкэндом. То есть я знаю, что мне нужен, и я его знаю, но понимаю, что, типа, ну, пока нету такой явной необходимости в том, чтобы его так изучать углубленно. Тут такой момент. Ну, самое, кстати, забавное то, что я, казалось бы, должен был нормально так, мотивация у меня должна была быть к этому программированию, потому что, но по причине моей немотивированности я свой телефон встрял. Это было HTC One X, Мгм. да.
мы решили, типа, за месяц приложение одно запилить, мол, типа, если кто не запилил, тот берет свой телефон, отдает. Серьезно. Ну да, я такой сидел, думал, значит, так, вроде спрашиваю, у того чувачка тоже не идет. Я думаю, ну ладно, говорю, скажу, типа, можешь телефон оставить там, все нормально, короче. У того были не столь благородные намерения, падла у меня забрал телефон. Потом еще приносил, говорил, у тебя там что-то с прошивкой, можешь посмотреть. Скотина такая. Сделался. Потом ходил, блин, с этим, с Nokia кнопочным целый год. Я тебя ненавижу, чувак, да? Если ты смотришь этот стрим, я тебя ненавижу. Искренне каждый раз, когда ложусь спать, просто читаю все, чтобы ты умер. Я понял. Ну, не так жестоко говоришь. Не, ну а что, не надо было телефон отбирать, и тем более требовать прошивку еще сделать. Кстати, Врач вошел, да? Кстати, это насчет тех, кто начинает, да, изучать Java. Вот у Дмитрия есть канал на YouTube, и там, в принципе, по крайней мере, для меня было доходчиво все. Как канал называется? Я хочу загуглить. Дмитрий Каноников. Вот по JSON уроки я там смотрел, в принципе, вот прям как надо мне объяснил. Правда, он давно уже не обновлялся. Начинает Ахмед. А? Извини, Дмитрий, перебил. Что ты говорил, Дмитрий? Не слышно, Дмитрий, тебя не слышно. Тут очень много Дмитрий Каноников. Прием. Алло, сейчас слышно. И я хотел сказать, что, к сожалению, канал достаточно давно уже не обновлялся. Теперь появится повод. Не, почему? Хотелось бы посмотреть, потому что сейчас я смотрю и вижу, здравствуйте, я Дмитрий Каноников, антрополог, исследователь. Ты еще антропологией занимаешься? Хобби. Исследователь, Ой, вижу, сотрудник. миллиардер, филантроп. Это не мой канал. Ты это юный антрополог, что ли? Где ты там гуглишь, Хаваш? Так я просто забил Дмитрий Каноников в Ютубе, и мне выдает человека с 12 подписчиками. Тут есть 40 еще подписчиков. Подожди, я У меня сейчас есть попробую подписка, я сейчас... ссылку тебе скинуть. Скинь, да, ссылку, интересно было бы посмотреть. Блин, что с Ютубом не так? Вот все так, все нормально, это просто со мной что-то не так. Может быть, и другие тоже бы хотели бы почекать. Да. Ну, у меня тоже Игорь Рябаков есть. Вот, нашел. То есть на английском языке это написано. вот оно что. English. Do you English. speak it? Very good. Yeah. Скинул. 3. Нашел, по-моему. Да. Все, Дмитрий, у тебя плюс 1 миллион подписчиков. Вот это скинул. В Telegram, наверное. Сейчас Дмитрий первый же рекламу сделает Shadow Legend, да? Качает свой персонаж. Подожди, а куда ты скинул? Я что-то не вижу. Ладно, я скинул в этот Избранное. чат. YouTube-чат. Себе избранное, да? Я слышу, никто не оценил, да, то, что вот этот Shadow Legend там... Не оценили. Почему не оценили? Оценили. Да? Я думал, просто вы не знаете, недостаточно, просто недостаточно. Смешно оказалось. Так вот, твоя ссылка, она не это... вот, я вижу. Сейчас я тоже скинул. В чатик, вот сюда вот. Я туда и скинул. Что за дела? Не судите строго, там достаточно скучно все. Это был все-таки такой первый опыт. Не, ну почему? Ты в любом случае делился своим опытом, и я думаю, интересно будет посмотреть. У тебя 1500 подписчиков. Ты нормально, так я тебе скажу, двигался. Нет, видимо, после того, как мы ссылку скинули, уже 1000 прилетело, а так, наверное, 500 было. Прикольно. 20 тысяч просмотров я тут вижу. 22 тысячи, 23, 27. Вообще круто. Хаваш конкурента увидел. Не, почему? Я наоборот только был рад, если бы ингушские программисты свои бы каналы, я не знаю, там блоги создавали бы. Ну, сейчас Мага планирует один канал. Только не рассказывай, понятно, что. Про Shadow Legends? Ну, в дальнейшем Shadow Legends он будет рекламировать. Так как канал будет успешным. Обязательно, да, такая? Да.
Причем половина ролика реклама, да? Название канала мы по определенным причинам не будем пока озвучивать. Ага. Потом в личку, может, тебе Мне скинем. интересно посмотреть, что за название, если оно прям так интригует. А, Да. Мухаммад Что такое мой воспаленный мозг не проходит? взялся за глушь. Хорошо. Взялся. Геннах, у нас, в принципе, я думаю, особых вопросов нету. Если есть у людей вопросы в чате к Наверное, Дмитрию, все, наверное, уже уснули за 1,5 часа. походу нет, нас смотрит на 13 человек. Или к Ахмеду, к Ибрагиму, ко мне, в принципе, можете задать. Если есть по Java, тем более будет хорошо, если можете задать и постараюсь люди ответить. Из 13 человек 5 человек — это мы, да? 13 воинов. Да. Остальные это просто соло смотрят. Ребят, надо стрим Ладно, за просмотр. посмотреть, да, чисто статистами побыть. Раскачиваем. Так. Спишу, дай-ка я посмотрю. У нас тут вопросы вроде были бы. Было бы. Да, не были. Пишут, почаще приглашайте нашего брата Богатырева Мухаммада, очень интересно рассказывает. Интересно, Ага, ты рассказывать можешь, но как-то Одно- полезно. Вот надо, чтобы полезно рассказывал, а не интересно, понимаешь? Не, ну почему? Мне понравилось на самом деле то, как вы рассказывали именно про опыт, про то, что и как используете. Потому что я вам скажу честно, может быть, нам, как более опытным программистам, кажется, что мы довольно, может быть, не очень интересные темы рассказываем, но новички, наверное, с удовольствием будут смотреть, слушать. И вообще, на самом деле, я люблю возвращаться в то время, когда я только увлекался вообще программированием, и вспоминать, что больше всего меня интересовало. И стоит отметить, что очень прям сильно хочется знать не о том, какие технологии вы используете, а что нужно сделать, чтобы хотя бы войти в эту профессию, то есть хотя бы попробовать стать начинающим программистом, потому что все эти технологии ты постепенно потом изучаешь, но хотелось бы понять, куда двигаться. Вот самая большая проблема вообще джуниоров – это понять, куда двигаться и в каком направлении, то есть что изучать, на что больше всего акцент делать. Вот в этом сложность. Я бы сказал, самая большая проблема — это лень. Ну, да. Это, ну, в принципе, уже часто озвучивали то, что когда конкретно намеченного пути нет, ты теряешься в потоках информации. Одна из, по крайней мере, плохих вещей, которые может быть, это если конкретно вот так себе не наметишь план, да, Мгм. то тогда проблема начинается. Кстати, вот, да, это вскользь я проходил, Дмитрий сказал там по поводу основных вещей, что там, в принципе, на собеседовании спрашивают. Там по дефолту, если, вот как он сказал, там в основном алгоритмы и структуры данных, в основном даже больше не алгоритмы, а именно структуры данных. Вот в случае с Дмитрием, там Яндекс, там, да, действительно, алгоритмы они спрашивают, да, там, как они работают, что, в общем, как реализуют и так далее. По структурам данных, что можно так посоветовать, он говорил, Дмитрий, там, хэшмэп, хэшсет, там, трисет, там, и так далее. Ну, короче, linked list, array list и прочее. По поводу вот этих структур данных, что я могу посоветовать, это, наверное, именно сорсы открыть, исходный код, и по нему шататься. Ну, как минимум, самое верное будет, ну, array-list, если там, и прочее, вот попроще какие-то структуры, если, ну, посмотреть, можно там и легче разобраться будет. Но хэшмэп я очень-очень-очень-очень-очень сильно посоветую, если в общем так с ним ознакомились, почитать именно сорцы, посмотреть, как, что, куда идет, и после этого уже на собеседованиях я, в принципе, сомневаюсь, что у вас какие-то с этим проблемы будут, потому что я помню, когда на собеседование ходил, там, по хэшмэпу начинали вопросы задавать, я осыпался. Потом я как-то открыл, начал смотреть, как это все работает. В итоге один раз так поразобрался, там немножко помучился. Но уже потом на собеседование, уже когда приходили, они вопросы задают, и
я мог уже углубляться в те темы, которые особо не хотели задавать. Ну, там, то есть ты уже когда пытаешься туда дальше идти, они говорят, не-не-не, стоп, чувак, стоп, охрана, остановите его, да, чем-то таком роде. Ну и Дмитрий еще говорил, потому что именно по объектам, там есть какие-то у объекта базовые методы, разобраться, как они работают, там, для чего они нужны, и вот это прям вот база, вот именно даже с объекта этого начинать, там очень много полезного именно с него можно взять. Ну, а так, а что там еще будет? Вопрос. Адам спрашивает насчет скала. Да. Использовали кто-нибудь? Ты, Дмитрий? Не, я с сестренкой это не общался. Я вообще с чужими сестрами так без разрешения не общаюсь. Поэтому до сих пор не женат. Да, Тебе да, что, только Дмитрий, официально. не слышно. Помехи в микрофоне. Меня не слышно. В комментариях, кстати, могут рекомендации кидать. Тут я не женат. Сейчас заплакал такой. А ты вот сказал про вот эти хэшмэпы, про это все. Если я, например, только изучаю в начале вот это вот все, мне сразу же вникать в Kotlin надо будет? Да, я думаю, ты со временем можешь в Kotlin вникать. Ну, Или типа ты лучше если сразу в Kotlin? Ну, может быть, Дмитрий, как ты посоветуешь? Сразу с Kotlin начинать? Ну, просто мне кажется, просто если Java синтаксисом ознакомиться, и чтобы ценить, да, насколько Kotlin тебе упростил жизнь, ты должен почувствовать боль. Да. Ну, Боль Java. пожалуй, да, я соглашусь, что Java не помешает, просто знать ее синтаксис, что это из себя за штука представляет. Вот. Но если нет такого желания сравнивать и испытывать боль, да, и есть намерение заниматься именно мобильной разработкой, то можно, наверное, Java пропустить. Можно сразу приступить к изучению Вот как. Kotlin. Ничего себе. Не Мага, забывайте прощай. когда такой джавист. То есть, получается, если я начну сейчас изучать Kotlin, не будет такого, что я сел такой, блин, вот надо было Java сначала выучить, а вот потом уже Kotlin. Если, например, хочу заняться мобильной разработкой. Будешь, Мага тебе будет напоминать. Не будет такого. Вот это вот интересно, кстати. Это вот интересно. Тут еще советуют Грокаем алгоритмы почитать книгу. Наверное, она больше подойдет именно Да, к джавистам. питонистов. Гроком Нет, алгоритмы, там примеры на Python. Ну, в Кстати, принципе, он понятный язык. Забавный это был. Я просто решил по алгоритмам книгу какую-то, я не помню, какую взять, там первую же главу открыл, кажется, по Java алгоритмам. И там пишут вот такой-то типа сделать там какое-то сравнение, да, там строки, которые зацикливаются и так далее. Блин, я что-то начал, и да, я там, короче, как-то накинул, там на строк 20, наверное, у меня код получился. Ну, я листанул к тому месту, где вот это в алгоритмах это делается. И, блин, это делается в одну строку, прикинь, я как лошара себя почувствовал после того, как я спасал на свои 20 строк и вижу эту одну строку. Ну, И я теперь знаешь, как лучше. думал, Тут как? вопрос Дмитрию. Я говорю, ты знаешь сейчас, как лучше. Так что Ну да. то есть- это очень хороший опыт, потому что, знаешь как, ты хороший программист, как должен поступать, если он хочет стать хорошим программистом, он должен научиться писать плохой код. Потом этот плохой код он должен уметь сравнивать с более хорошим, качественным кодом, и для этого нужно искать там, как вот ты искал способы. И, другого способа я не вижу стать более таким грамотным специалистом, чем сначала написав плохой код, сверить его с более грамотным и понять, где, как ты мог бы сделать лучше, где бы мог бы сократить и так далее, и так далее. И тут вопрос вот. Да. Вопрос вот тут есть от Адама Досхоева. Реально ли заставить работать камеру в андроиде при выключенном экране? Хочу сделать из андроида шпионское устройство. Дмитрий. Проблема с включением микрофона. Вот, сейчас К все. сожалению, Не обязательно что-то писать в своем. Как мне кажется, тут можно каким-то лайфхаком обойтись. Самое простое это сделать там, не знаю, яркость экрана самый минимум и какую-то пленку еще придумать на телефон. Будет вообще классно. Это будет слишком сложно, наверное.
Сложнее, чем написать вот этот код. Ну, А вот может, он смотри, хочет не на своем телефоне. да. Он хочет не на своем, да? Ну, сломай возможно. святой этот, Так, Дмитрий хотел ответить, мы его перебили. Да, кстати. Дмитрий. Я все равно не знаю ответ на этот вопрос. Так, пацаны, продолжаем. да. Товарищ майор, мы не хотели делать шпионское устройство. А Я если- хочу это обозначить. Не, Мы не хотели да, этого да, делать. да. Не, вообще Нет, это смотрите, все... если он типа задумывает это для чужого телефона, то зачем ему именно вести? То есть, если он и так будет снимать, и эта программа будет установлена на чужой телефон, то оно же может снимать и когда оно типа включено, то есть оно по шпионскому работает. Ну, вы Ну, поняли? Да, типа, да, я тебя понял. Я тебя Главное, я понял. понял, да. Но Остальные на самом можно. деле это довольно сложная тема вообще. Я не знаю, кто готов на этот вопрос даже дать ответ. Тут есть просто другой вопрос. Если допустить, что получилось устроиться на первую работу удаленно, насколько это будет сложнее по сравнению с офисной работой? И вообще, каковы шансы устроиться удаленно? Именно, наверное, спрашивают, я думаю, наверное, по Java. Ну, это, в принципе, это, скорее всего, Java. Ну, вроде это Умалат в чате писал, он писал нам про Java. Ну, так, вроде как изучает. Но сейчас, по крайней мере, после ковида у нас немножко ситуация поменялась. То есть я сейчас намного чаще вижу удаленные вакансии, чем, допустим, мне в офис. Но, наверное, первый опыт работы, скорее всего, лучше в офисе, чтобы ты как-то взаимодействие с командой, чтобы как-то больше влился в процесс. Ну, мне так кажется. А дальше уже там поработал полгода, годик, уже можно удаленку переходить. А по зарплате как? То есть есть ли какая-то большая разница? Нет, разницы как таковой особо нет. Тем более Насколько сейчас. я знаю. Хаваш же, ты тоже не работал вообще в офисе, да? Работал. Работал? Он в Питере работал. Я пока вообще не работал из офиса, прям чтобы работать. И если говорить про коммуникации, в основном все зависит именно от команды самой. Поэтому вряд ли тут какая-то большая разница. Главное самому обладать хорошими софт-скиллами, а дальше ты уже можешь сделать вывод, какая у тебя команда и как с ней можно общаться. Ну, наверное, вопрос был для начинающего. Он же не обладает этими скиллами. Да. Не, я думаю, софт-скиллы же у нас развиваются еще со школы. Да. Ну, опять же, типа софт-скиллы, чтобы люди понимали, что такое софт-скиллы, потому что я софт-скиллы понял только где-то, наверное, недели 2 назад. За все время, сколько собеседований прохожу, мне говорили, у тебя плохие софт-скиллы или там хард-скиллы. Я такой, что вы несете? А мне наоборот, я устраивался как-то, на второй работе нас было 2 чувака, которые прошли какой-то отбор, и нас взяли на полноценную работу, но нам дали срок 2 месяца. Мы за 2 месяца пилили какие-то парсеры, и прошло вот эти 2 месяца, и нужно было кого-то выбирать. И вот выбрали другого чувака, но когда мне сказали, что мы тебя не выбираем, мне сказали наоборот, что у тебя там хорошие софт-скиллы. Это единственное, что меня успокоило. И вот тогда я, в принципе, узнал про софт-скиллы. Повезло, что я на таком раннем этапе встретился с таким понятием. Я не знаю, по крайней мере, я думаю, даже если даже не знать, что это за термины, то особой такой разницы нету при трудоустройстве. Даже когда мне говорили на собеседованиях, у тебя софт-скиллы, вообще... У тебя мягкий скилл, это, наверное, как-то для меня даже странно прозвучало. Что ты хочешь от меня? Да, меня вообще бесит. Мягкие скиллы. Российские компании используют вот такие вот термины. Я понимаю, там, говорить скиллы какие-нибудь, какие-то общепринятые такие термины среди айтишников, но вот эти вот hard-скиллы, soft-скиллы, нельзя просто сказать, ты плохой человек, ты не умеешь с людьми общаться, все, там не нужно больше говорить soft skills, hard skills и так далее. Тут вопрос такой есть, я не знаю, наверное, давайте будем постепенно завершать этот стрим. Если может кто-то ответить на этот вопрос, Дмитрий или Магомед? Или Дмитрий, да? Или Дмитрий только, или Дмитрий. Так, насколько мне известно, RxJava, она не имеет ничего общего с корутинами. Корутин это совсем... Микрофон. Дмитрий обрывается. Кто-то хлопья кушает. Слышно меня?
О, да. сейчас слышно. Не знаю, почему связь так хромает. Я говорил то, что RxJava, насколько мне известно, она с карутинами не имеет ничего общего. RxJava появилась значительно раньше, а карутины относительно недавно. Это, скажем так, вещи, которые решают похожие задачи, но это разные штуки. Вот. А второй вопрос там был насчет того, что существует ли, по-моему, RX Kotlin. Насколько мне известно, на данный момент не существует. Но могу Тут ошибаться, тебе давно не смотрел. еще один вопрос задали. Знаком со стейт-менеджером блок? Нет, с блок я не знаком. Поэтому не могу сравнить с MVVM, потому что не Это знаю. он про Flutter говорит? Или это в андроиде тоже используется? Хороший вопрос. С микрофоном что-то не то. Хорошо. Тогда, в общем, давайте будем завершать трансляцию. Думаю, 1:40 хватит. Было интересно пообщаться, были интересные вопросы. Так что, если у вас есть вопросы, связанные с программированием по Java там, или какие-то другие вопросы к там, специалистам, которые были на нашей трансляции, то у вас... У вас есть... Саш, делай, я ваш микрофон. Я ваш микрофон отключу. У вас есть прекрасная возможность написать наш чат, который называется Internet Development, и задать там вопрос. Вам ответят специалисты, опытные специалисты, которые смогут вам помочь по программированию, там, не знаю, по чему-то еще, короче, по IT, по вот всей этой нашей теме. Так что активничайте, задавайте вопросы. Эхмахет, Дизучон, тут Бахчон, Бергиш, идеально программирование хожи, что все такие специалисты крутые, и типа вы, если зададите глупый вопрос, то вас все засмеют. Нет, потому что у нас очень много специалистов и начинающих, которые смогут вас поддержать, ответить на ваш вопрос, и вы тоже можете, в принципе, помочь, чем сможете. Так что, надеюсь, мы наше ингушское сообщество будем продвигать, надеюсь, мы будем друг другу Эндели помогать, и из интернета выйдет что-то такое, о чем будут не только говорить в Ингушетии, но и за пределами Ингушетии. Так что вот такие слова. Если есть добавить что-то, то будет здорово, если добавить. Да. Напоследок совет: готовьтесь реально к собеседованию, не то у вас будет 50 собеседований и мало успешных. Но, с другой стороны, прокачивается, вам реально пофиг будет, когда вы придете на собеседование, что они там скажут. Да, ставь чай. Да, ставь чай быстро. Такой зашел и на собеседование. Я думал, что я не держался. Я думал, реально, Ибрагиму ты говоришь, типа, поставь чай. Ибрагим побежал чайник ставить. Черт побери, что это было, я? Ибрагим, что ты говоришь? Да, я хотел сказать, что сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Но в моем случае это было так, во всяком. Да, так и есть. Это true. Да. Это true. То есть сейчас ты можешь издеваться над этими HR-ами. Я так и делаю. Просто присоединяйтесь ко мне, ребят. На самом деле Магомед прав, потому что, может быть, сейчас вам и отказывают, и сейчас вас не готовы принять, но это не значит, что это конец света. Но вам обязательно перезвонят. Да. Вот это, наверное, любимая фраза, знаешь, типа, мы обязательно вам перезвоним. И на этом, конечно, не стоит огорчаться, если вам даже не перезвонят, они просто врут, они вас обманули. Нужно ждать звонка. Не слушайте этих людей. В общем, вот так вот. В общем, Делряс Холл, Мохаммад, Ахмад, Дмитрий, Ибрагим, всем Баркал, что вы поучаствовали, поделились своим опытом. Делряс Холл, всем, кто писали в чате и проявляет свою активность. Надеюсь, что и дальше наш интернет будет двигаться. Единственное, что вам могу пожелать, Маснян Бистал Холл, ассаламу алейкум, и надеюсь, остальные тоже попрощаются. Всем баркал, алейкум ассалам, рахматуллахи баракатуху. Будьте как Дмитрий Канинников, хороший разработчик. Без иншаллах.